В хоккей играют настоящие мужчины, но любят его в нашей республике все, независимо от пола. Меня зовут Ирина Макаренко, вы смотрите «Хоккей-24 Башкортостан». Сегодня в выпуске мы расскажем, зеленое дерби уфимский «Салават» повел в Сирии с казанскими барсами в борьбе за Кубок Гагарина. Битва за братину продолжается. Нефтекамский «Тарос» без препятствий прошел в четвертьфинал. Юлаевская молодежка закончила гладкое первенство. Талпаровцы готовятся к непростой серии с магнитогорскими стальными лисами. Салават Юлаев после 7-матчевого противостояния с «Металлургом» все-таки вышел в четвертьфинал. Кубковая серия в нынешнем сезоне не обошлась без зеленого дерби. Очередным соперником юлаевцев стал казанский «Акбарс». В гостях как дома. В Казани уфимские болельщики – самые частые визитеры. Географические соседи 4 года неизменно приезжают на игры плей-офф и ни разу не вернулись домой с пустыми руками. Другое поверье также настраивает фанатов гостей на оптимистичный лад. В татаро-башкирском дерби соперники по очереди выходят в следующий раунд. А сейчас как раз черед Салавата. Поверье больно-то не верится, но надеемся, что сможем пройти, хотя будет очень тяжело. Казань достойный соперник. В первом матче за 12 минут до конца третьего периода хозяева вели 2-1. Но до финальной сирены уфимцы выполнили задачу минимум. Пильстром сравнял счет, а Никита Филатов успел в основное время принести Салавату первую победу в серии. В стартовой 20-минутке второй встречи уфимцы вдвое перебросали хозяев льда. И в конечном итоге это принесло свои плоды. Под занавес периода Штефан Ружечка воплотил в гол передачу Бутика. Уже в следующей 20-минутке Александр Панков мог снять все вопросы о победителе. Но шайба сошла с крюка у нападающего уфимцев во время исполнения булита. Этот промах воодушевил барцев на штурм. Все оставшееся время хозяева льда наседали на владение Иира Тарки, нанеся в общей сложности 37 бросков против 25 у противника. Но ни один из них так и не достиг конечной цели. Проблема то, что больше не забили. А то, что 5 на 5 там самоотверженно оборонялся соперник, играл вратаря, и, в общем-то, они не позволили. Надо было бы быстрее, в общем-то, свой шанс использовать. Болельщикам Салавата еще один повод для гордости выпал на последних минутах основного времени. Некогда любимец казанской публики Сергей Зиновьев оторвался от опекунов и поразил уже пустые ворота, установив окончательный счет 0-2 в матче и в серии, которая теперь переезжает в Уфу. Крошится лед и бой идет, соперник не сдает ворот. И силы тают, и секунды убегают, отнимают твою надежду на победный счет. Но через кровь, через пот к тебе победа придет. Мы знаем точный ответ, что невозможного нет. Битва за братину продолжается. Нефтекамский «Тарос» вышел в четвертьфинал без особого труда, разделавшись с Касцинг Торпедо. Счет в серии 3-0. Первые встречи с усть-каменогорской дружиной ледяные глыбы одержали сухую победу. Нефтекамцы на домашнем льду огорчали вратаря гостей по одному разу в каждом игровом отрезке. В стартовой 20-минутке отличился Сергей Емелин, а под занавес второго периода Сергей Сентюрин сумел удвоить преимущество. Он же поставил точку в игре, поразив ворота Янкова на последней минуте матча. Итог встречи 3-0. Вторая игра кубкового раунда началась на равных. Стартовый отрезок закончился со счетом 2-2. Впрочем, нефтекамцы сумели выйти вперед на экваторе третьей 20-минутки. Отличился Алексей Василевский, а через 5 минут хозяева сумели удвоить преимущество. Матч закончился со счетом 4-2 в пользу дружины Сулейманова. Третий матч прошел в Казахстане. Счет матча открыл Александр Грошанский. А в заключительном игровом отрезке «Тарос» сделал преимущество в счете комфортным. Как итог, вторая сухая победа «Тароса» в плей-офф и выход башкирской команды в четвертьфинал. К слову, на прошедшей неделе свой день рождения отметил нападающий «Тароса» Владимир Жмаев. В преддверии кубкового раунда он встретился с нашей съемочной группой. Владимир, здравствуй. Как можешь оценить итоги регулярки? Здравствуйте, Ирина. Я считаю, что довольно-таки неплохо. Третье место – это тоже результат. Считаю, что неплохо выступили в регулярке. Но самое главное, конечно, плей-офф. Может быть, какой-то матч особенно запомнился? Очень много матчей было, и интересных, и трудных. И довольно-таки непросто прошел сезон, так как чемпион, а на чемпиона как следует все настраиваются
в 2 раза сильнее, с особой мотивацией. И сезон довольно-таки непросто прошел, очень было много сложных матчей. Ну, а отдельный матч такой, чтобы выделить, ну, не знаю. Все были довольно-таки такие серьезные матчи, сложные. Расскажи, как команда настраивается на плей-офф? Ну, плей-офф – это такая штука, здесь это праздник для любого хоккеиста, и мотивация сумасшедшая. Это действительно, все настраиваются на победу, все хотят пропустить через себя этот праздник хоккея, так сказать. А как ты сам обычно готовишься к матчам? Может быть, ритуалы, приметы или что-то еще? Ну, стараюсь вообще выкинуть эти все приметы, как бы все суеверия из головы. Просто человек выходит, спортсмен выходит играть. Не какие-то там суеверия выходят на первый план. И стараюсь выйти и получать удовольствие от игры, ну, выполнять свою работу, установку тренера. Первый тур проведете с «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Что можешь сказать о сопернике? Довольно-таки мастеровитый соперник, быстренькая такая команда. Ну, думаю, подарком не будет для нас этот соперник, хотя и они заняли там, ну, довольно-таки невысокое место в регулярке. Я думаю, будет битва. Уже с первого раунда будет серьезная битва. Владимир, ну, может быть, есть что сказать болельщикам и любителям хоккея? Да, действительно, болельщикам хочется, чтобы очень сильно поддержали нашу команду в плей-офф, чтобы действительно это 6-й игрок, чтобы всякие ситуации, возможно, могут возникнуть, чтобы поддерживали, верили в нас, ни капельки сомнения, так сказать. Владимир, большое спасибо, удачи, побед, будем следить за вашими играми. Уфимский «Талпар» наконец завершил регулярный чемпионат МХЛ. На прошедшей неделе юлаевская молодежка на своем льду принимала «Белых тигров» из Оренбурга. Впрочем, заключительные матчи регулярки для дружины Александра Симака принципиальными не были. Место в плей-офф уфимцы заработали заранее. К борьбе за Кубок Харламова талпаровцы подошли на 7-й строчке турнирной таблицы. На прошедшей неделе юлаевская молодежка провела 2 заключительных матча регулярного чемпионата с омскими «Белыми тиграми». В первой встрече 8 марта дружина Александра Симака подарила уфимским болельщицам победу. Матч закончился убедительной победой талпаровцев 4-1. Отличились Руслан Ибатуллин, Даниил Юношев и Степан Хрипунов, оформивший дубль. Сейчас плей-офф, нам нужно подготавливаться и надо выигрывать, все оттачивать. Проигрывать нельзя было. Значит, будем тренировать на тренировку, что не получалось. Только побеждать, все отдать, но выиграть, пройти дальше. А вот во втором матче талпаровцы потерпели поражение. Возможно, свою роль здесь сыграл тот факт, что юлаевская молодежка к началу первого периода матча уже знала свое итоговое положение в турнирной таблице. И исход матча на него никак не влиял. Итог встречи 3-4. Ну, заключительную первую игру более-менее сыграли нормально и по игре, и по счету, как бы контролировали игру. По второй примерно такой же сценарий, только мы не забивали, а соперник забивал, наверное, где-то, опять же, усталость сказалась, может, где-то ребят расхолодило то, что уже как бы эта игра не влияла на турнирную таблицу, никуда мы уже с 7-го места ни вперед, ни назад не двигаемся. Данил, здравствуй. Ну, наконец, регулярка закончилась. Как можешь подвести ее итоги? Обидно то, что мы провалили почти что концовку регулярки. Много игр проиграли, которые могли бы, ну и вообще обязаны были выигрывать. Вот, наверное, где-то сказался там недонастрой, какая-то полоса, может, черная пошла. Вот. Но в целом, как бы, мы занимаем не то место, которое мы можем занимать. К плей-офф подошли на 7-й строчке турнирной таблицы. Достаточно неудобный первый соперник – «Стальные лисы». Как команда настраивается на игру? Какое настроение у ребят? Настроение у нас боевое. Как бы у нас всегда боевое настроение. Вот. Но в том, что неудобный соперник – это да. И тем более у них там первая команда у них проиграла как раз нашим. Вот. И там спустили ребят, которые
ну, прилично играют. Вот, так что нам будет тяжело, но мы будем биться. Ничего страшного. Игра есть игра, нам может тоже повезти. К слову, какие отношения в команде? Что можешь сказать о коллегах? Да я ничего не могу плохого. У нас хорошая команда, дружный коллектив, мы все хорошо общаемся. Никаких таких там отношений, таких каких-то натянутых нет у нас. Данил, что скажешь о болельщиках? Как они обычно поддерживают вас? Ну как, болельщики всегда, конечно, помогают, как шестой игрок на поле. Поддержка их, как воздух нужна. Ну, а так ничего не дарят. Ну, приятно бывает, напишут мне там в социальных сетях, там хорошо сыграл, приятно, конечно. Расскажи, как проводишь время вне льда? Что делаешь в свободное от хоккея время? Ну, в свободное время как бы стараюсь дома полежать, там, отдохнуть, поиграть в приставку, там, увидеться там, с девушкой, там, провести как-нибудь спокойно, подготовиться к играм. Есть ли у тебя какие-то ритуалы, чтобы настроиться на игру? Ну, есть ритуалы, но как бы ритуалы, они не рассказываются. Вот, я, наверное, не буду рассказывать. Данил, традиционно наши гости оставляют какое-то послание своим болельщикам, и у тебя сейчас есть такая же возможность. Болельщикам, ну, я хочу сказать, чтобы они болели за нас, в нас верили, как бы мы там ни играли. Хороший болельщик всегда будет болеть за команду, даже если она будет проигрывать. Вот, я желаю, чтобы их было больше таких болельщиков. Но мы будем стараться выигрывать. Это наша работа. Нефтекамский «Батыр» провел первую четвертьфинальную встречу с казанским «Ирбисом». Дружина Константина Полозова в гостях уступила со счетом 4-2. Первенство молодежной хоккейной лиги также не обошлось без зеленого дерби. К слову, в этом сезоне нефтекамцы в 4 поединках лишь один раз обыгрывали команду из Татарстана. «Батыр» хоть и лидировал к концу первого периода 2-1, но удержать преимущество не сумел. Вторая встреча четвертьфинала плей-офф традиционно принципиальных соперников состоится уже сегодня. Во-первых, как бы молодежь, то есть игроки очень эмоционально поддаются как бы, скажем так, тем эмоциям, которые как бы получилось. Ошибка сникает, что-то здорово. Он, наоборот, она его окрыляет, все, они побежали, у них все получается. И в завершении поздравим женскую хоккейную команду «Агидель». Девушки уже второй год подряд завоевывают бронзу на чемпионате России по хоккею среди женщин. На этом все в прошедшей хоккейной неделе. Увидимся в следующий понедельник в это же время.